Ладно, ребят, решил я показать, как она выглядит, эта кулемка. Я сейчас соберу. Для этого уже спилил вот такой ручной бензопилой. Самая надежная, легкая вообще. Не надо бояться, что у вас там закончится бензин или цепь порвется. Вообще идеал. Вот, ну и самое главное, чтобы пила хорошая была. Она острая. Вот я сушину спилил там без проблем. Вот 3 сушины. Ну, с одной из сушин вот такая вершинка осталась. Вот выбрал вот это дерево и вот это. Вот здесь и буду собирать. Вот у меня там стоял капкан. Здесь я куницу в этом сезоне одного снял, поймал. Там, смотрите, вот как бы болотистое место. И здесь край уже получается сосновый лес такой хороший. Вот, и видать куница тут ходит. Вот. Я сейчас вот сюда соберу и вам уже обзор полностью сделаю, как все это выглядит. Вот. Вот еще вот такая деталь получается. Ну и вот еще вторая. Конечно, не прямая. Что-то надо. Но вот тоже говорю, ручной ножовкой спилил. Не надо топора даже. Вообще идеально. Вот. Ну, не люблю я такое, конечно, показывать. Это ловушки, капканы, вот это. Но думаю, будет интересно некоторым. Да, и в интернете таких навалом уже, этих ловушек. Сушина хорошая. Даже, думаю, лет 10, наверное, прослужит. Очередная ловушка готова. Вот так он выглядит. Еще раз говорю, можете посмотреть в интернете. Всяко разные эти ловушки показывают. И я как сделал, тоже показал. В основном, конечно, дерево. Из дерева делают пни. Типа, чтобы не шатало там ветром. Но это сказки. Потому что, знаете, зимой почти ветров нету. Морозы, снегопад. Я в этом не нуждаюсь. Сколько ловушек делаю, все постоянно так. Хоть еще он будет там воротить, он ходуном оба дерева ходят и ничего не сработает. Как все это выглядит? Использовал 4 гвоздя. Вот насквозь здесь у меня гвоздь идет. 1, 2. Типа рейки. Конечно, если бензопилой, если так прикинуть, дерево свалить, потом наполовину спилить и потом рейку туда прибить, вообще идеально было бы. Но это тоже нормально. Здесь насквозь. Этот ходит туда-сюда. Это тоже свободная рейка. Тоже свободна. Второй конец получается у меня один насквозь вот тут. Второй просто вот загнул гвоздь. Видите? Это для того делается, чтобы я мог вытащить это нижний шест. Вот. Дальше что у нас? Дальше получается насторожки вот эти. Вот. Вот так сделано. Вот. Поближе покажу потом, чтобы понятнее было. Заказывал в Озоне вот такую вот проволоку. Сейчас, наверное, поняли, для чего это. Вот. Проволока. Здесь проволокой привязал и тут. Вот здесь. Обычно мы делаем еще вот этот конец, сюда прибиваем гвозди, веревку, ну, не веревка, а проволока вот сюда привязываем гвозди. Сверху получается вот такой тоже, ну все, из подручные материалы, все под ногами лежат, бери не хочу, все разное. Отсюда вот так он выглядит. Зимой уже сюда ветки, лапники. Там еще снега будет и такой хороший груз будет. Вот. Насчет сбежика, там еще сбежик делают.
Я особо не заморачиваюсь. Если куница голодная, он будет подниматься без бежика, это без проблем. А если он не голодный, он будет ходить по сбежику и вдоль, около, кругом. Он не зайдет туда и приваду не тронет. Самое главное, чтобы куница голодная была. Поднимется он без проблем. Ну и тут еще нажива будет там, в принципе. Не так высоко сделал. Если так прикинуть, мой рост 1,86 м ростом, вот, примерно вот так. Можно еще даже ниже. Чем ниже, тем куница лучше заходит в капканы или же в ловушки. То же самое капкан. Не надо высоко делать. Некоторые, я смотрю, ловушку на рябчика делают. Капец, там еле достают. Это глупость дурачная. Чем ниже, тем лучше. Рябчик тоже бегают. И они высоко. На 70% не будут подниматься на ловушке. Также и куница. Чем ниже, тем лучше. Понятное дело, куница попадет, зависнет там невысоко от снега, там лиса придет съест. Но это да, это лотерея тоже. Но и шанс поймать куницу больше. Надо просто капканы чаще проверять и все. Ну и то, как он работает, тоже, в принципе, тут он наступает вот на этот. Вот. И срабатывает, и все, он попал. Без проблем. Груза еще зимой 10 раз тяжелее будет, он ничего не успеет сделать. Бумс, и все. Так. Придавит, задавит. Это чуть-чуть надо по-другому еще доделать. Проволоку я имею в виду. Что-то еще второй раз надо обмотать. Свободно стал ходить, это нехорошо. Вот. Ну или маленьким гвоздем прибить. Сперва проволокой так проверить. Если все уже хорошо, там можно и гвоздь прибить маленький. Настораживается быстро, если все правильно сделать. Если вот так посмотреть вертикально, вот смотрите, вот шатается как. Ничего не сработает, потому что груз давит, просто так это не снять. Это все ерунда. Один сказал, там надо вырубать, там срабатывает. Ничего не сработает, пока куница не наступит. Вот. Ну, примерно все вроде рассказал. Ну, я имею в виду вот так, если прямо посмотреть, вот эта палка вертикальная, если будете делать, сделайте, чтобы вот эта нижняя палка чуть-чуть даже наружу торчала. Если палка будет наоборот, вы не сможете насторожить. А если эта палка наружу, вот так, угол этой маленькой палки, нижняя часть левее идет, у вас никакой ветер не помешает. И настораживать хорошо. Здесь почти вертикально, но еще чуть-чуть надо, чтобы вот назад, налево. Ну все, очередная ловушка. Если куница попадет зимой, конечно же, я вам покажу. А все остальные ловушки, как были за кадром, наверное, так и будут. Что и капканы. Не люблю я хвастаться, сверкать всем этим делом. Я много чего уже показываю, что не надо показывать охотнику. Стрельбу и добычи и все остальное. Ком народ такой, вот суеверие очень сильно у нас. И каждый момент мы, ну, знаете, мы такие суеверные. Насчет оружия, там, добычи, там, собак или еще. Ну, примерно поняли, наверное, как это все работает. И
ловушки там показывал на глухаря как-то раньше, и на рябчиков делал, и еще на глухаря там, это я вроде все удалял там. И в комментариях что-то не нравится людям. Зависть, обычная зависть. Просто сидят, ни хрена не делают. А вот эти ловушки, если так подумать, изготовление этих ловушек и зимой, чего стоит это промысел, охота, сколько труда, пота и всего. Это очень трудная работа, конечно. Желательно, наверное, насквозь вот такие проволоку насквозь просверлить. Это дома лучше вот такие штучки сделать. С десяток сделал там. И там тоже. Самое сложное в этом, ребят, вот изготовление ловушек, это материалы. Когда ищешь вот сушину или еще какое-то дерево там, чтобы они прямые были. Вот эти мелкие деревья, они такие зигзаги. Вот вот когда идешь, просто охотишься. И место хорошее, и деревья как надо стоят, и, блин, и материал такой, какой нужен. А начнешь что-то делать, ничего нету. Ничего, как бы, очень трудно искать. Вот это все у меня так стоит, а зимой уже я на проволоку сюда повешу. Или вон на то дерево. Ну все, давайте, ждите зимнего промысла там. Посмотрим, как охота пойдет. А я дальше работаю. Пока не надоест, буду делать ловушки и все. И, наверное, еще чагу буду забирать завтра. Живешь, блин, больше половины жизни и не понимаешь, что вот обычная ножовка в промысловой охоте тебя может там 2 раза облегчить. Капец. Ребят, берите с собой вот такие маленькие ножовки. Рекомендую. Любой фирмы, я не рекламирую это просто от подписчика. Сегодня вот я начал пользоваться, блин, вот эти концы обрезать. Надо, чтобы вот так вот обрезаны были. А топором, когда рубишь, он острый. Длина какая нужна там. Поставил, собрал, потом лишнее жик-жик-жик, отрезал и все. Капец, блин. Любую ловушку можно вот этой ножовкой и топором сделать. Все, больше ничего не надо, никакой бензопилы таскать на себе. Хорошая ножовка, хоть чуть-чуть больше, чтобы было удобнее. Вот это как полумесяц. А я бы, конечно, взял прямую обычную ножовку. Самое главное, чтобы вот развод был и он острый был. И, блин, 100 раз лучше бензопилы. Вот. Ну все. Не хотел, но показал. Фиг с ним. Так вот он срабатывает. Видите, все четко. Эта палка в сторону отходит и он хорошо придавит потом куницу. 5500 у нас куница в этом сезоне была. Хоть какой-то заработок. Ну, это уже потом, когда наживлять буду, все остальное буду делать лапники, закрывать и оттуда еще капкан сюда повешу, а тот капкан на другое место, другой раз зимой подальше поставлю. Вот.